нас в гостях Рафида Басария, активист движения «Я хочу жить в чистом городе». На счету движения уже 2 субботника на сухумских улицах. Что заставило взять в руки метлы, когда и где будет следующая большая уборка, и как сделать чисто, когда все вокруг ссорят. Об этом в сегодняшнем вечернем экспрессе. Рафида, добрый вечер. Здравствуйте. Некоторое время назад группа активистов начала проведение акций по уборке города. Давай мы с тобой поговорим об этом, так как ты один из инициаторов. Расскажи, пожалуйста, как вообще возникла эта идея? Ой, идея возникла, не могу сказать, что совершенно случайно, потому что каждый день мы сталкиваемся с одним и тем же, что отдохнуть негде, посидеть негде, пройтись. Нам не нравится, что вокруг нас кругом мусор. Эти запахи, вообще все, что происходит в городе, то, что никому до этого нет дела. Пока ты человеку не укажешь на проблему, он на нее не обращает внимания. Рафида, а мы это кто? Мы это жители, мы народ. Все-таки всегда инициатива исходит от кого-то. Вот была конкретно какая-то группа, которая замыслила вот такую вот акцию? Мы это просто девочки, подружки сидели, да? Чаепитие у нас такое было. Разговаривали и пришли к такому выводу. Рафида, кто-нибудь финансирует эту акцию? Пока нас еще никто не финансировал, но сегодня на нашем сайте появилась информация, если вы видели, что компания Аквафон нас поддерживает, что наши идеи совпадают, вот у них тоже были планы по этому поводу. И мы, если честно, очень рады, что... Чем они вам намерены помочь? Они будут нас, во-первых, финансировать. Да, вот мы, когда ходили на субботник, у нас не было ничего. Мы только вот сами что-то купили, там кто-то с дому принес что-нибудь, там грабли, лопаты, перчатки. Вот своими силами ходили. А теперь они обещают, что что они нам все купят, инвентарем нас обеспечат. Акции будут помогать проводить, наверное, конкурсы какие-то будем устраивать. Вот особенно больше всего нам понравилась их идея с баннерами. Вот они обещали, что помогут сделать баннер. Да, они берут все затраты на себя и макет разработать. Будет работать над этим макетом известный художник Батал Джапуа. Аквафон все-таки частная компания, да? 20 февраля вы обратились в администрацию города Сухума, вы обратились к министру внутренних дел и к министру образования с призывом помочь в организации общегородского субботника. Я хотела бы знать, вы получили от кого-нибудь ответ? А если получили, какие? Мы получили ответ такой. С нами связался министр образования Адгур Какоба. Он сказал, что в любое время, когда мы попросим, что бы мы ни захотели, да, мы просили, в принципе, поддержку, да, людей, чтобы люди вышли, помогли, студенты, ученики. Он сказал, что он в любое время нас поддержит. Также поступил звонок из МВД. Я, к сожалению, не помню фамилию человека, который мне звонил, но он сказал, что звонит именно по поводу нашего письма. Спросил, в чем мы нуждаемся, какая именно от них нужна поддержка. Сказал держать их в курсе дела, что они готовы нам помочь. Нам позвонили с коммунального управления городского, с администрации города по поводу письма нашего. Нас пригласили на разговор, такой разговор был. Конкретный? Просто... А какой помощи вы ожидали от администрации города? Мы вообще считаем, что не мы нуждаемся в их помощи, а они в нашей помощи нуждаются. Я все-таки, мы с девочками считаем, что это их работа, мы помогаем им. Мы хотим помочь довести дело до конца, чтобы все у нас было чисто. Рафида, и все-таки меня интересует, на твой взгляд, после проведения всех этих мероприятий, просто как у человека, который любит этот город, проблема мусора в Сухуми – это проблема безответственности граждан или это проблема, это недоработки коммунальных служб? Я считаю, что это недоработки, потому что, наверное, каждому из нас нужен контроль. Да? Если мы видим, что все безнаказанно, то мы и творим, что творили, как-то относимся так, безалаберно. И, люди, конечно, тоже, я не знаю, у каждого подсознание должно быть, что нельзя садить, я здесь хожу, здесь мои дети гуляют.
Но вот вы убираете, да, в городе, убрали один объект. Я знаю, что по Фейсбуку, по социальным сетям слежу, на этом объекте снова появляется мусор. В общем-то, это не мартышкин труд, бесконечно выполнять эту работу невозможно. Вы продумываете, каким образом остановить вот этот вот поток, вот это отношение горожан к своему городу? Проблему, я думаю, решить можно именно тем, что вот этот объект сейчас не жилой, его люди привыкли воспринимать как свалку какую-то, да, они, наверное, выходя с дома элементарно с мусором, идут целенаправленно именно туда. Там свалка, я донесут и там оставлю. Этот объект нужно восстановить, его нужно привести в порядок. Там такой красивый парк, там можно поставить лавочки, там такое нереально красивое дерево стоит, под которым сидеть и сидеть вообще, отдыхать. Что освещение обязательно нужно проводить. А вот такие вот как бы предлагались такие решения, как, допустим, установить камеры наблюдения, вывесить плакаты, бросил мусор, хрюкни. Как вот ко всему этому ты относишься? То есть это может иметь какой-то эффект или нет? Я думаю, что камеры, да, камеры, несомненно, будут иметь эффект, хотя бы они помогут выяснить, кто, что и как-то бороться с этим. Вот зафиксировали вы на камеру человека, который выбрасывает мусор. Что вы дальше будете делать с этими снимками? Я, например, если меня спросить, как бы я поступила, я бы выложила. И не имеет значения, кто бы был заснят на этой камере, я бы выложила. На этой акции принимала участие в основном молодежь. Да. Вы не пытались обратиться к местным жителям близлежащих домов, чтобы они как-то подтянулись, помогли? Да, у нас есть такая идея. Вчера мне скинули фотографии с массива Гумисты, прям у подъезда, и у каждого подъезда такое творится, мусор, прям горой. И это не мусор, это не листва, которую ветер пригнал, еще что-то. Это мусор, который выносят из дома и выбрасывают. Вот девочки предложили, тут есть такая идея, мы еще думаем, пойти или нет, вывесить объявление, поехать туда и именно вывесить объявление, что такого-то числа намечается субботник и приглашаются жители. Прийти вот вместе с ними, не так, чтобы они с окна нам кричали спасибо, а прийти вместе с ними убрать. В первой акции сколько человек принимало участие? В первой акции нас было человек, участников группы было человек 6-7, а потом, кстати, к нам вышла молодежь, жители Маяка. Ребята, которые там живут, и они очень нам помогли. То есть они к вам присоединились? Да, они Но в этой акции, пришли. Я так понимаю, что приняло уже больше, гораздо больше вас было. Да. То есть ваша идея на самом деле популярна. Это что, мода, новая мода или... Может быть, это протест какой-то? Это протест, естественно, но я не думаю, что у каждого. Я все-таки думаю, что наша молодежь, она очень образованная, воспитанная. Они все-таки понимают. Мы понимаем, что мы не можем без конца ходить за всеми убирать. Но мы надеемся, что люди посмотрят и поймут все-таки, что не нужно сорить. Просто, вот я как-то писала, если вы не можете нам помочь, хотя бы просто не мешайте, не сорите. Мы сами придем и уберем. Нуждаетесь ли вы в помощи администрации города? Я бы сказала так, что, скорее всего, это они в нас нуждаются. Тем более, что впереди очередные выборы, как всегда. Вот я думаю, что кто-то зашевелится, чем-нибудь займется и, может быть, нас и поддержит. Замечательно. Я думаю, что администрация прислушается к твоему совету. Еще я бы хотела добавить, обратиться, если к нашему народу. Сейчас все активно пользуются социальными сетями, особенно Фейсбуком. У нас есть там такая замечательная группа, называется «Я хочу жить в чистом городе». Я бы хотела попросить всех присоединиться к нам, принять участие, помочь. К некоторым я бы хотела просто обратиться, попросить прибраться хотя бы у себя во дворе и вокруг. Тогда и дома будет чисто. Когда следующая акция? Мы вообще планируем каждые выходные проводить акции, в зависимости от того, что позволит нам сделать погода. Все-таки в дождь больше не хочется выходить. Понятно. То есть следить за вашими акциями можно на социальных сетях, вы даете об этом объявление? Да, мы всегда пишем. Рафида, спасибо большое, что ты пришла. И на этой доброй ноте мы пожелаем всем доброго вечера. Спасибо. До свидания.